ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 13:30. Арена Ледового дворца. Первая тренировка женской хоккейной команды имени Николая Лю после московского турнира. Всероссийское соревнование «Кубок Победы» проводилось впервые, однако вызвало большой интерес среди любителей. Побороться за кубок приехало 10 сборных. Все разбиты на 2 подгруппы. В рамках первого этапа ухтинки провели 4 матча, 2 ничьи и 2 победы. Первая из них в игре против Симроч из Ирландии. Единственную иностранную команду удалось обыграть со счетом 8-2. Дебютную шайбу забила Алена Луцик. Они все в защите сильно не так уж и играют, они больше играют нападение. Они как бы прилетели в 3 утра, поэтому, мне кажется, мы их смогли так сильно обыграть, потому что другие команды обыгрывали, с ними наравне уже сыграли. Это сильная команда. В полуфинале победа над череповецкими северянками. Финал против лидера – московского «Град-1». Тут решающую роль сыграло мастерство. Итог – нашим девчонкам досталось серебро. Но им ничуть не обидно. Говорят, последнюю шайбу пропустили ради красивого счета на табло – 7-0, 70 лет Великой Победе. В заключительный день состоялся гала-матч между лучшими игроками и звездами. От нашей команды в сборную отобрали Татьяну Леушину и Марию Кириллову. На самом деле тяжеловато, потому что, во-первых, это для нас был 3-й матч в этот день. Мы сыграли полуфинал и финал, и вышли мы тяжело на этот матч. Но игроки быстрые, игроки сборной России, да, приходилось, конечно, за ними побегать, и они от нас легко отрывались. Ну, счет сам за себя говорит. 6-1 мы проиграли этот галоматч. Ну, какого-то опыта мы все-таки набрались. Среди элиты Анна Шохина, нападающий клуба «Торнадо», действующего чемпиона России, игрок молодежной сборной страны, а также Наталья Рогозина, мастер спорта международного класса, непобежденный российский боксер, чемпион мира по боксу. Кубок Победы проходил в самом крупном комплексе страны – Ледовом дворце ВТБ, что находится в парке легенд. В следующем году именно здесь пройдут игры в рамках чемпионата мира по хоккею.